Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я журналист Белла Кварчия. На днях в Москве между Министерствами образования и науки Абхазии и России подписан документ, который утверждает планы мероприятий в сфере образования. Подписание проходило в рамках договора между двумя странами о сотрудничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. О том, что именно предполагает это соглашение, мы обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас о главных событиях этой недели. Роланд Матуа продолжит выпуск. В Кабинете министров состоялось заседание, на котором рассматривались проекты бюджетов различных внебюджетных фондов республики. Свой бюджет на 2016 год представил фонд репатриации. Председатель фонда Джон Смыр рассказал о существующем штатном расписании и представил смету расходов аппарата управления фонда репатриации. Также на заседании были приняты и проекты законов о бюджетах Дорожного фонда Абхазии, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и других. Подчеркивалась необходимость усиления проверки предприятий на предмет сбора платежей в бюджеты фондов. Правительство также приняло положение о порядке применения спецсредств функциями фото, видео и киносъемки. Министерство обороны России и Абхазии подписали договор об объединенной группировке войск. По словам министра обороны Абхазии Кишмаря, подписанный документ предполагает совместное отражение агрессии по отношению к Абхазии или России. Министр также отметил, что благодаря соглашению будет проводиться обучение абхазских офицеров российской армии. Россия и Абхазия должны закончить формирование подразделения объединенной группировки войск к концу 2018 года. Места дислокации объединенной группы войск уже определены, сообщил министр. Создание объединенной группировки войск России и Абхазии предусматривается договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном президентами двух стран 24 ноября 2014 года. После почти 4-годичного ремонта начала функционировать Гудаутская центральная районная больница. Пока не все отделения медицинского учреждения полностью обеспечены необходимым инвентарем. Доставить и установить все необходимое оборудование Минздрав обещает уже в ближайшее время. На сегодняшний день в больнице наряду с опытными врачами работают и молодые специалисты. По словам главного врача больницы, медперсонал будет делать все возможное для добросовестного и качественного медицинского обслуживания населения. В Общественной палате прошла встреча с руководством политической партии Амцахара и Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА. Представители оппозиции представили свое видение политической и социально-экономической ситуации в стране. Главной проблемой Абхазии лидеры оппозиции считают раскол в обществе. По мнению представителей оппозиции, у властей отсутствует представление о путях решения проблемы. Аслан Бжани и Алхаз Квицыня не исключают проведение всенародного схода. Общественная палата поддерживает идею конструктивного диалога между властью и оппозицией. Выслушав мнение представителей оппозиции, многие члены общественной палаты заявили, что не приемлют радикальных настроений и чрезмерно эмоциональных высказываний. Политический диалог возможен. Несмотря на такой накал страстей, думаю, что если и власть, и оппозиция проявят мудрость и конструктивизм, можно найти точки соприкосновения. И, по-моему, вот такой точкой соприкосновения может стать как раз вот на начальном этапе политический консультативный совет. Я думаю, это хорошая идея. Более 2 миллионов рублей заработал Рицинский реликтово-национальный парк за последний месяц осени, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Для сравнения, за аналогичный период 2013 года не было реализовано ни одного билета, а 2014 года реализовано билетов на сумму 939 650 рублей. Всего за 11 месяцев работы в этом году Рицинский реликтово-национальный парк реализовал билетов на общую сумму 186 миллионов 519 450 рублей. Конкурсная комиссия при Кабинете министров Республики Абхазия объявила победителя конкурса по выбору подрядчика для осуществления капитального ремонта троллейбусной линии Маяк-Тхубун. Победитель конкурса — предприятие «Абхазэлектромонтаж». Предлагаемая стоимость проекта 32 миллиона 507 250 рублей. Срок осуществления работ 4 месяца. Всего в комиссию поступило 4 конкурсные заявки. Сухумскому государственному музыкальному училищу имени Алексея Чичба исполнилось 85 лет. В праздничном концерте, прошедшем в честь этого события в Абхаз-Госфилармонии 1 декабря, приняли участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, а также выпускники учащиеся училища.
В стенах этого первого в Абхазии музыкального учебного заведения начинали свой творческий путь все без исключения композиторы Абхазии. Сухумское государственное музыкальное училище основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Идея его создания принадлежит заслуженному деятелю искусства Абхазской ССР, композитору Константину Ковачу, который и стал его первым директором. Сегодня музыкальное училище возглавляет заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжани. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черик встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Хаддадом Риадом. В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом, выразили надежду на скорейшее завершение конфликта и восстановление мира в регионе. В этот же день Вячеслав Черик встретился с послом государства Палестина в России Нофалем Абдель-Хафизом. Глава МИД Абхазии выразил солидарность с народом Палестины, строящим независимое государство, уже признанное многими странами-членами ООН. Участники встречи обменялись мнениями относительно политической ситуации в регионе, а также обсудили аспекты возможного сотрудничества Абхазии и Палестины. После реконструкции и технического оснащения введен в эксплуатацию пост «Холодная речка», на котором сотрудники УГАИ уже приступили к выполнению служебных обязанностей. В ближайшее время начинается работа по реконструкции и техническому оснащению Ачегварского поста в Ачимчерском районе. В соответствии с указанием президента Абхазии, работа, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, будет носить систематический характер, сообщает пресс-служба МВД. 2 декабря бывший глава миссии МКК в Абхазии Джордж Дрендарский представил своего преемника Мауру Марабита общественной организации «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Джордж Дрендарский высоко оценил работу по опознанию останков без вести пропавших, которая проходит под патронажем миссии и при содействии организации движения матерей. Новый глава миссии Мауру Марабита заверил, что работа по идентификации останков будет продолжена. Председатель движения матерей Абхазии Гули Кичба выразила благодарность миссии МКК от имени семей, которым помогли разыскать и опознать погибших родственников. В Абхазском государственном музее открылась выставка-конкурс «Штрихи времени», посвященная 70-летию первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В ней приняли участие 50 абхазских художников. Из присланных на конкурс работ были номинированы 20. Это портреты, натюрморты, пейзажи с сюжетами обычаев, мифов, истории. Жюри фонда учредило 3 призовых места. 3-го места и премии в размере 20 тысяч рублей удостоился художник Руслан Чхамали. 2-го места и 30 тысяч рублей Андрей Ампар. 1-е место и 50 тысяч рублей получила работа Батала Джапуа «Композиция». Выставка будет проходить до 9 декабря. Все желающие смогут увидеть картины в конференц-зале Абхазского государственного музея. За 9 месяцев текущего года более 700 инвалидов получили помощь за счет средств государства. Это результат работы Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, созданного в 2000 году. 3 декабря в Международный день инвалидов сотрудники фонда и подведомственных ассоциаций, которые сами являются людьми с ограниченными возможностями, обсудили проблемы инвалидов. 3 декабря в Москве подписан протокол по ранее согласованным объемам поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления в Республике Абхазия на 2016 год. Документ подписан в соответствии с соглашением между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о режиме торговли товарами, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин России. Свои подписи под протоколом поставили министр экономики Абхазии Адгур Арзенба и заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов. Международный фонд АПСН подарил 4 интерактивные доски Гагарскому лицею-интернату и 1 Министерству образования и науки. Одна такая умная доска стоит около $4000, и в абхазских образовательных учреждениях их пока нет. По словам председателя фонда АПСН Санара Гого, фонд планирует каждый год дарить ведомству по 2 доски. Затем их будут распределять в школы и не только городские, но и сельские. Это подарок для нас очень ценный, потому что умная доска, как его называют, интерактивная доска, она в образовательном процессе незаменимая вещь. И наши ученики, наши преподаватели нуждаются в таких вот новых технологиях в области образования. Я думаю, что это будет для них большим подарком. 3 декабря на 11-м километре автодороги Псоу-Ингур в районе села Хыбста, рядом с железнодорожным полотном, произошел обвал проезжей части. По предварительной версии, из-за продолжительных дождей. Сначала грунт просел, а затем обвалился, образовав огромную промоину длиной более 14 метров. Также повреждены бетонные укрепления стен.
Движение автомобилей на том участке затруднено, так как и без того узкая дорога из-за обвала стала еще уже. По словам специалистов, на восстановление дороги понадобится не один месяц трудоемкой работы и значительные финансовые вложения. 4 декабря в военном ведомстве Абхазии подвели итоги 2015 учебного года. В том числе доложили и о выполнении целевых и адресных программ. Глава военного ведомства страны Мираб Кишмари рассказал о подписанном в конце прошлого месяца соглашении с Россией о создании объединенной группировки войск. По словам министра, совместная группировка создается для того, чтобы наши страны могли взаимодействовать против внешней угрозы. Вся запланированная в 2015 году работа в основном выполнена. Об этом главу ведомства проинформировал начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии Анатолий Хрулев. По его словам, за это время были проведены командно-штабные мобилизационные тренировки, в которых отрабатывались вопросы перевода вооруженных сил с мирного на военное время. Древняя Диоскуриада – так называется международная научно-практическая конференция, которая прошла 4 декабря в столице. Цель конференции – определить точное время основания города. Свои доклады в области истории и археологии представили ученые из Абхазии, России и стран Запада. Столь масштабная конференция с участием ученых из разных стран в Абхазии проводилась впервые. Результаты археологических исследований позволили определить время образования нынешнего Сухума – 2500 лет назад. Именно тогда греческие купцы облюбовали место на берегу Черного моря, чтобы основать здесь свою колонию. Что касается празднования Дня города, эту дату должны определить в ближайшее время власти города. Это были наиболее яркие события недели. А теперь вернемся к главной теме нашей программы. Недавно министр образования и науки Абхазии Отгур Кокоба и заместитель министра образования и науки России Александр Климов подписали документ о планах совместных мероприятий в сфере образования. О том, что это за планы и как их будут реализовывать, мы обсудим с нашим гостем в студии, с первым заместителем министра образования и науки Абхазии Дмитрием Гварамия. Здравствуйте, Дмитрий Вианорович. Здравствуйте, уважаемая была. Дмитрий Вианорович, перед тем, как мы с вами начнем беседу, я бы хотела, чтобы мы посмотрели сюжет, который подготовили наши корреспонденты, информационным поводом которого как раз послужило соглашение, подписанное между двумя министерствами образования России и Абхазии. Пожалуйста. Министр образования и науки Абхазии Отгур Кокоба и заместитель министра образования и науки России Александр Климов подписали документы, регламентирующие планы мероприятий по реализации задач в сфере образования. Мероприятия направлены на оказание содействия в разработке образовательных программ, подготовку и повышение квалификации педагогических кадров в Абхазии. Работа над документом шла более полугода. В нем отразились основные проблемы и задачи, требующие решения в ближайшее время. Такая помощь от нашего партнера, от наших друзей будет очень кстати, очень своевременно, и мы надеемся, что это позволит нам очень динамично, эффективно повышать качество образования в республике. На данном этапе первоочередной задачей является координация нормативно-правовой базы России и Абхазии в сфере образования, а также скорейшее принятие закона об образовании, которого до сих пор нет в нашей стране. В план мероприятий включены меры по поддержке и развитию государственного абхазского языка. Кроме того, затрагиваются вопросы координации межвузовского взаимодействия и перспективы сотрудничества в сфере высшего и профессионального образования. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Дмитрий Винович, расскажите, пожалуйста, что конкретно включено в этот план мероприятий, который был подписан недавно Министерствами образования и науки Абхазии и России? Хотелось бы здесь в первую очередь поблагодарить наших коллег из Министерства образования Российской Федерации, которые практически полгода с нами активно работали в вопросе разработки этого документа. Документ включает в себя ряд направлений. Если говорить в целом, это такие блоки, как блок нормативно-правовых актов, блок оказания поддержки в вопросах повышения квалификации педагогических работников, также в вопросах разработки образовательных программ для высшего и среднеспециального образования и, вопросы, по подготовке примерных учебных планов и учебных программ для общего образования. И, наконец, такой отдельной статьей проходит вопрос помощи в развитии абхазского языка.
Вы сказали, что там вот 3 блока, и это действительно как бы общее наименование, да? Скажите, что вот в каждом блоке конкретно, может, уже расписаны какие-то мероприятия? Да, конкретные мероприятия расписаны, действительно. И если говорить о нормативно-правовых актах, это в первую очередь разработка закона об образовании. Здесь, конечно, основной груз ложится на Министерство образования и на парламентский комитет в вопросах образования. Уже эта работа начата, она движется. Буквально в начале года проект закона об образовании должен быть подготовлен. Будет проходить совместное обсуждение с российскими коллегами, в которых мы, надеемся, получим такую серьезную консультативную помощь. Вот. Действительно, закон об образовании крайне необходим для нашего государства. Мы практически более 20 лет работаем по старому советскому закону, который уже ни в коей мере не удовлетворяет потребностям, которые существуют. Это, по сути, стратегический документ о развитии, будущем развитии системы образования. Поэтому, конечно, вся педагогическая общественность ожидает этот документ и этот закон. Более того, как бы есть в самом плане мероприятий отражены в продолжении закона об образовании ряд нормативных актов, которые уже принимает Кабинет министров Республики Абхазия, которые уже обозначают конкретные направления в реализации самого закона. Это и, например, о платных образовательных услугах, вопросы номенклатуры должностей работников системы образования. Какую-то часть из этих нормативных актов мы уже реализовали в нынешнем году. И основной, конечно, блок планируем разработать и внедрить в следующем году. Если же говорить о других направлениях, о разработке образовательных программ высшего, среднепрофессионального образования, здесь, конечно, объем работ колоссальный предстоит. И особенно большая проблема у нас в среднепрофессиональном образовании, как вам известно. Если в высшем образовании, на самом деле, университет Абхазский довольно не на плохом уровне работает, обладает огромным количеством внешних связей. Наши студенты из университета продолжают свое образование во многих ведущих мировых вузах, то в среднепрофессиональном образовании ситуация ровно обратная. То есть все эти годы они находились на периферии, как бы. И, да, вы имеете в виду колледжи, какие-то профессионально-технические училища, да. То есть это на самом деле такой для экономики Абхазии это некий локомотив, который готовит основной срез работников системы экономики республики. Сегодня, конечно, они ту функцию, возложенную на них, не могут выполнять в полной мере. Да, есть, конечно, образовательные учреждения, которые сегодня существуют благодаря энтузиазму самих руководителей и работников этих учреждений, но, конечно, так ситуация продолжаться не может. Поэтому мы очень надеемся изменить положение с точки зрения материально-технической базы этих учреждений и, конечно, образовательные программы. И здесь, конечно, очень большую поддержку нам, мы надеемся, окажут наши российские коллеги. У них есть различный интересный для нас опыт. И, конечно, мы его будем внедрять и устанавливать прямые партнерские связи между образовательными организациями Абхазии и России. А что касается общего среднего образования, какие новшества предполагаются, какие мероприятия в этом плане запланированы? Если говорить о среднем общем образовании, то тут также, значит, речь идет об образовательных программах, да, в области общего среднего образования. Плюс мы договорились о том, что будет повышение квалификации этих работников общего среднего образования. И у нас, в принципе, довольно неплохой уровень общего среднего образования, если говорить в целом по республике. Но, конечно, квалификацию необходимо повышать. Сегодня внедряются новейшие технологии в области образования. И
в какой-то мере эта работа в объеме, необходимом для республики, не проделывалась многие годы. И, конечно, вот возник такой пробел в области знаний педагогических работников. И необходимо этот пробел восполнить. И здесь, конечно, своими силами в полной мере охватить все эти вопросы практически в короткий промежуток времени нереально. Если говорить о цифрах, например, вот в 2016 году в образовании предусмотрено из республиканским бюджетом порядка 1,5 миллиарда рублей на финансирование вообще процессов образования в республике. Это львиная доля из них, это практически заработная плата педагогических работников. То есть, если бюджет, у нас собственный бюджет в 2016 году порядка 5 миллиардов, из них 1,5 это, значит, вопросы образования, да, говорить о том, чтобы повышение квалификации всех работников системы образования возможно провести, конечно, пока сложно за свой счет. Но здесь как раз-таки вот этот план мероприятий нам позволяет посредством помощи коллег Российской Федерации эти вопросы решить. Плюс к тому же мы думаем, что опыт наших коллег в вопросах образования будет нам интересен. И есть те проблемы, те аспекты, которые мы уже видим, которые мы обозначили как первоочередные, и их, конечно, будем в первую очередь решать. Скажите, дело в том, что наши школы нуждаются в ремонтах, материально-техническая база во многих учебных учреждениях никуда не годится. Как-то это отражается в соглашении, которое было подписано? Ну, если говорить о материально-технической базе, данный документ, план мероприятий, не рассматривает этот вопрос. Вопросы материально-технического оснащения, они обозначены в инвестиционном плане сотрудничества России и Абхазии. Как раз там обозначено, если говорить о ближайшем будущем, вот в ближайшие 2 года это порядка 8 образовательных учреждений, которые будут либо заново отстроены, либо капитально отремонтированы и оснащены. И эта работа, мы надеемся, будет продолжаться. То есть, если говорить в комплексе, можно говорить о 2 составляющих. Это план мероприятий, который улучшает, значит, учебный процесс, вот, и научную базу, и бывший комплексный план, ныне инвестиционный, который улучшает материально-техническое состояние. Вместе, я думаю, эти 2 процесса вполне способны реально изменить картинку в области существующего образования. Не включает ли план вот это мероприятие, к примеру, какое-нибудь поступление учебников из России? Вы знаете, план мероприятий этот вопрос не может включать, так как вообще, в принципе, учебники в России выпускает, по сути, коммерческая организация. Вот, и Министерство образования, да, как орган, курирующий вопросы образования, не распоряжается, да, выдачей учебников. Вот. Но, тем не менее, я могу как бы раскрыть небольшой секрет. У нас были переговоры с большими издательскими домами в Российской Федерации, и они готовы напрямую сотрудничать с нами для того, чтобы мы могли приобретать эти учебники. Ну, для наших граждан, наверное, не секрет, что учебники к нам поступают от 2-х, 3-х реализаторов. Но здесь как бы мы использовали свои как бы политические возможности, авторитет нашей республики и напрямую вышли к производителям и договорились с ними о том, что вот такая работа будет начата. Это позволит, мы надеемся, значительно снизить стоимость учебников, так как мы избегаем ряда посредников. Вот. И ряд других вопросов. Для граждан России в Российской Федерации учебники также платные, то есть бесплатно учебники в России не выдаются. Тем не менее, у нас вот в республике поддерживается программа по выпуску абхазских учебников и, по сути, выдаче их бесплатно для учащихся. Да, мы не можем охватить, конечно, весь необходимый объем сегодня учебников, необходимых для системы образования. Сегодня изучаем различные подходы для того, чтобы это реализовать.
Но это на самом деле тоже большое подспорье для родителей, потому что за часть учебников им не приходится платить. Намечаются ли какие-то изменения в сфере образования в связи с подписанием вот этого соглашения и вот этого плана мероприятий, вернее? И как это будет задействовано в плане, допустим, сейчас меняется система образования в Галском районе? Какое-то соприкосновение есть этих двух проблем? Я могу сказать здесь, что система образования и развитие системы образования, они в принципе должны меняться, развиваться, вне зависимости от того, подписан план или нет. Другой вопрос, что план мероприятий дает дополнительный импульс в этом развитии. И, конечно, здесь в течение года мы изучили все основные болевые вопросы в системе образования. И уже выработаны определенные механизмы для того, как эти проблемы решить. Это если говорить о сегодняшних проблемах. Тем не менее, основную проблему мы увидели в том, что не выработан стратегический план развития системы образования. И, конечно, эту задачу мы перед собой подставили, и в нынешнем году, в 2016 году мы эту задачу решим, я в этом убежден. И благодаря этому стратегическому плану можно говорить о конкретных задачах, которые необходимо реализовать. То есть та научная работа, которая на самом деле необходима для того, чтобы развиваться в будущем. Если говорить о Галском районе, то здесь работа, конечно, довольно эффективно идет со стороны Министерства образования. Сегодня переведены начальные классы на новую программу обучения. Она новая для этих 9 школ. На самом деле она общепринята для Республики Абхазия. И процесс пошел. Честно говоря, мы видим положительную реакцию со стороны учащихся и их родителей. Несмотря на то, что с определенными сложностями они сталкиваются, какие-то языковые нюансы и так далее, но тем не менее они заинтересованы сами же в том, чтобы они интегрировались в общее образовательное и экономическое пространство республики. То есть ситуация в Галском районе была такая, что из 11 школ были уже на образовательных программах Республики Абхазия, а 9 школ находились в неком таком непонятном состоянии, когда туда нелегально перебрасывались учебники. Министерство образования Грузии поощрялось преподавание на грузинском языке. Более того, там преподавались предметы, которые вели прямую пропагандистскую направленность, имели такую направленность. То есть это учебники истории, географии. Естественно, это так продолжаться больше не могло. Министерство с первых же дней своей работы взяло курс на изменение этой ситуации. Мы провели летом такой объем работы с преподавателями по их переподготовке, повышению квалификации для преподавания на русском языке. И эта работа была начата. Сегодня практически все эти школы перешли на абхазские образовательные программы и стандарты. И я думаю, что здесь, конечно, и наши российские коллеги в этом вопросе нам помогают. Например, представительство Россотрудничества в недавнем прошлом проводило там тренинги для преподавателей по русскому языку обучения. Эти тренинги были. Конечно, здесь нам оказывают большую поддержку наши коллеги. План мероприятия, я думаю, может и затронуть и эти вопросы, так как это тоже все педагогическое сообщество. И, конечно, здесь необходимо этот вопрос развивать, продвигать. Реализация плана мероприятий. В чем будут основные сложности, как вы думаете, как вы считаете? Сложностей каких-то таких явных мы пока не предвидим. В процессе проработки плана мероприятия какие-то аспекты уже начали нами реализовываться. Например, если говорить о подготовке педагогических кадров, здесь Министерство образования основное направление по этой работе передало Северокавказскому федеральному университету. То есть специалисты этого университета будут заниматься этим направлением, повышением квалификации наших работников и так далее. И мы буквально
Летом встречались с руководством университета, разработали план реализации этих мероприятий. И я думаю, мы начнем его реализовывать. И, честно говоря, здесь, конечно, лично меня приятно удивило, насколько, в принципе, хорошо руководство российское ознакомлено с проблемами и ситуациями в области образования. И многие предложения даже звучали от них, предвосхищая наши слова о том, что вот помощь нам нужна в том или ином вопросе. Это, конечно, показывает нам, что насколько тесно, активно с нами готовы сотрудничать и оказывать нам помощь. В плане мероприятий включенный пункт, который направлен на поддержку развития абхазского языка. Расскажите, каким образом Россия может нам в этом помочь? Ну, если говорить об вопросах развития абхазского языка, конечно, здесь основные вопросы в этом направлении должны решить мы сами, абхазы. То есть здесь, конечно, нам никто эту проблему за нас не решит. Тем не менее, в базовом договоре был отражен этот момент. И обсуждая этот вопрос с Министерством образования Российской Федерации, мы увидели, что они здесь могут нам оказывать консультативно-методическую поддержку, оказывать поддержку в области подходов и техник поддержки языка. Российская Федерация, она состоит из множества республик, и там у них тоже есть такие вопросы, когда необходима поддержка языка малочисленных народов. И у них эти проекты уже реализовываются. Например, довольно успешный проект реализован в Республике Татарстан по поддержке родного языка. И вот такие опыты использования вот таких подходов, конечно, нам интересны. И вот здесь основное направление, конечно, уделяется вопросу подходов. Так как в любом случае реализовывать все эти процессы мы должны самостоятельно, и, естественно, за нас это никто не сможет сделать. Единственное, мы, конечно, здесь заручились поддержкой и отразили определенные шаги, которые позволят привлечь научное сообщество, привлечь педагогическое сообщество в помощь в разрешении этих вопросов. Конечно, она нам будет весьма интересна. Но также мы здесь изучаем и иностранный опыт, мировой опыт в этих вопросах. Есть интересные решения, будем их использовать в любом случае. Основной вопрос, конечно, это использование абхазского языка не только в стенах образовательных учреждений, но и в целом в семье, в обществе, в общении. То есть это, конечно, тот единственный способ, который позволит сохранить этот язык. Скажите, вот этот договор вступает в силу уже со следующего года, так я понимаю? Договор, план мероприятий вступает в силу с момента его подписания, то есть он уже вступил в свою силу, да. Более того, как я сказал раньше, работа по нему уже по факту начата, то есть мы, по сути, с момента подписания договора о союзничестве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, вот, с этого момента, по сути, в этом направлении работаем. Более того, у нас есть подписанный в 2012 году соглашение между правительством Абхазии и Российской Федерации о сотрудничестве в области образования. Это еще один документ, который позволяет нам развивать взаимные связи, вот, и развивать систему образования. То есть и он действует, и он будет тоже продолжен. То есть здесь дополнительные рычаги появляются, и появляются у нас дополнительные возможности. Дмитрий Вианурович, благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был первый заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия. А мы продолжаем наш выпуск. Состоялся официальный визит делегации МИД Абхазии во главе с Вячеславом Чирикбо в Республику Сербская. Визит состоялся по приглашению президента Республики Сербская Мирослава Додика. В ходе двусторонней встречи Вячеслав Чирикбо от лица руководства и народа Абхазии передал дружеские пожелания народу Республики Сербская. Чирикбо отметил, что этот первый визит представителя Абхазии в Республику Сербская позволит заложить основу для двусторонних связей и придаст импульс для взаимовыгодного сотрудничества между нашими
нашими народами и странами. Приветствуя делегацию из Абхазии, президент Республики Сербская Мирослав Додик отметил сходство судеб двух республик. Президент выразил большую заинтересованность в установлении дружеских отношений с Абхазией и указал на необходимость определения путей совместного сотрудничества наших стран. Со своей стороны Вячеслав Чирикба пригласил президента Республики Сербская посетить Абхазию с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято. Также делегация Абхазии во главе с Чирикба встретилась с министром экономических отношений и регионального сотрудничества Сербской Республики Златаном Клокичем и мэром столицы республики Слободаном Гаврановичем. Стороны обсудили вопросы возможного взаимодействия в области экономики, культуры, спорта и образования, сообщает Апснепресс. Воспитанники секции вольной борьбы Гудаутской спортивной школы приняли участие в международном турнире памяти чемпиона мира Элкана Кадеева, который проходит сегодня во Владикавказе. Соревнования собрали 400 участников из России, Южной Осетии, Абхазии и Азербайджана. В состязаниях участвовали юноши до 16 лет. На ковер вышли также и девушки. Соперничество во всех весовых категориях серьезное. Победитель в весе до 63 килограммов, в которой в свое время боролся сам Элкан Тадеев, получит специальный приз. Наградят и в номинациях за лучшую технику и волю к победе. А уже 11 декабря юноши встретятся на командном турнире памяти заслуженного тренера России Лаврентия Лалиева. На сегодня это все новости. До встречи в эфире и всего вам доброго.